Четвертый шаг проведения гендерного анализа подразумевает проведение оценки внедрения гендерных параметров в стратегических и программных документах. Анализ направлен на исследование основных задач, индикаторов, мероприятий и услуг в рамках программных документов, а также выяснение их влияния на гендерное равенство в анализуемых секторах. Четвертый шаг включает несколько направлений анализа. Давайте рассмотрим каждый из них. Итак, анализ учета гендерной информации в стратегических и программных документах. Стоит обратить внимание, учитывались ли при планировании стратегических и программных документов различные потребности мужчин и женщин, девочек и мальчиков, а также отражено ли это в целях, задачах и направлениях реализации программы. Также важно наличие в отчетах центральных и местных органов исполнительной власти информации о влиянии программы, мероприятий на различные социальные группы. Следующий этап – это анализ получателей услуг. Ключевым элементом аналитической работы, который должен осуществить государственный служащий, является получатель услуг. Например, в рамках развития региона, во-первых, следует определить социально-демографические группы и количество получателей той или иной услуги, или же участников конкретных мероприятий в рамках программы. И делать это нужно в разрезе различных групп женщин и мужчин. Эти данные должны отражать не только количество женщин и мужчин, но и содержать как можно больше данных о женщинах и мужчинах в разбивке по возрасту, уровню дохода, уровню образования, месту проживания, такие как город или село, в зависимости от значимости в контексте программы. Относительно различных услуг, инвестиционной деятельности, субсидий или денежных выплат. При анализе получателей могут быть полезны следующие вопросы. Сколько женщин и мужчин в разрезе подгрупп женщин и мужчин получают пользу от определенной программной деятельности, например, от услуг построенной инфраструктуры, осуществленных денежных выплат и другое. Подгруппы женщин и мужчин могут быть разные. Это подгруппы по определенному возрасту, месту проживания, по этническим или религиозным аспектам. Подгруппы формируются с учетом факторов и случаев, где могут проявляться различные формы дискриминации по признаку пола. Пользуются ли по-разному женщины, мужчины и подгруппы женщин и мужчин различными услугами? Если да, какие возможные причины этого? Существуют ли вероятные препятствия для пользования этими услугами? Следующий вопрос – это предлагаются ли женщинам и мужчинам отдельные услуги, например, в здравоохранении? Услуги для беременных по обеспечению железосодержащими препаратами предоставляются женщинам. Следующий вопрос. Кто не пользуется услугами и почему? К примеру, люди с инвалидностью обеспечиваются бесплатно обычными кресло-колясками с ручным приводом, что подразумевает большую физическую нагрузку, особенно на руки. Предоставление спусков, подъема могут приводить к переутомлению, что ограничивает уровень активности большинства пользователей в повседневной жизни. В связи с этим те люди с инвалидностью, у которых имеются финансовые возможности, приобретают кресло-коляски на электроприводе, который более мобильный и легко транспортируемый. В соответствии с нормативными документами существуют определенные доли населения, которые могут получать, однако не пользуются данной услугой. И поэтому в этом случае нужно выявить причины неиспользования предложенных услуг. Следующим аспектом является анализ удовлетворенности получателей качеством и количеством полученных услуг. Можно рассматривать различные методы сбора этой информации. Среди них это анкетирование, фокус-группы, оценочные карточки. При проведении фокус-групп или других интерактивных методов важно убедиться, что женщины и мужчины могут выражать свое мнение в равной степени. Коллективные методы могут также помочь проанализировать, удовлетворяют ли программные мероприятия различные потребности и интересы женщин и мужчин, и есть ли необходимость в конкретных гендерно дифференцированных услугах для удовлетворения конкретных потребностей. Ниже представлены некоторые из главных вопросов. Это насколько женщины довольны качеством услуг, а насколько довольны мужчины. Достаточный ли объем услуг, льгот, выплат и другое для удовлетворения спроса на них?
Учитываются ли потенциально разные потребности и интересы женщин и мужчин в предоставлении услуг? Услуга в равной степени доступна для женщин и мужчин, особенно для женщин и мужчин, проживающих в сельской местности. Как различные гендерные роли и различные обязанности женщин и мужчин влияют на возможности в использовании государственных услуг, например, на региональном уровне. Другим компонентом анализа деятельности является гендерный анализ состава работников, занятых в отрасли, в том числе анализ количества женщин и мужчин на различных должностях. Например, основной персонал и руководство в различных категориях занятости среди государственных служащих, а также среди других поставщиков услуг и подрядчиков или преподавательского состава учебного заведения. Кроме того, можно проанализировать, кто участвует в принятии решений, связанных с реализацией программы, кто влияет на принятие решения об условиях предоставления услуг, сколько женщин и мужчин принимают участие и на каком уровне, предоставлена ли группам, выражающим интересы женщин и мужчин, то есть общественным организациям, возможность доносить информацию представителям органов власти, принимающие решения. Анализ состава работников органов, принимающих решения, позволяет сделать вывод, в достаточной или же недостаточной степени представлены женщины и мужчины, чтобы принимать гендерно ответственные решения, обеспечивающие гендерный баланс. В ходе анализа важный вопрос заключается в установлении влияния стратегических программных мероприятий на обеспечение гендерного равенства. И можно это сделать, задавая следующие вопросы. Какое влияние оказывают программные мероприятия на занятость женщин и мужчин? Влияют ли меры на возможности женщин и мужчин участвовать в политической, экономической и социальной сфере? Уменьшает ли программа гендерные разрывы, проблемы, определенные в шаге 2? Влияют ли стратегические программные документы и бюджетные программы на улучшение положения женщин и мужчин, мальчиков и девочек? Ответы на эти 4 вопроса помогут понять состояние гендерного равенства в рамках стратегических и программных документов, бюджетных программ. Если такое влияние возможно, тогда необходимо дать ответы еще на 2 вопроса. Какие меры приводят к изменению существующих гендерных ролей, норм и стереотипов, и как они меняются? И как влияют меры в рамках стратегических и программных документов, бюджетных программ на объем неоплачиваемой работы и распределение неоплачиваемой работы между женщинами и мужчинами? Главным источником информации на этом шаге является содержание стратегических программных документов в анализируемых секторах. К стратегическим и программным документам относятся следующие документы. Это концепция семейной и гендерной политики Республики Казахстан до 2030 года, государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 года и 2020-2025. Государственная программа развития системы здравоохранения Республики Казахстан на 2016-2019 года, а также 2020-2025. Государственная программа ЕНБЕК для развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 года. Государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020». Государственная программа развития регионов до 2020 года и государственная программа жилищно-коммунального развития Нурлы-Жер на 2020-2025 года. Программа развития территорий области на 2016-2020 года, стратегия развития города до 2050 года. При проведении анализа необходимо ответить на следующие вопросы. Учитывают ли программные документы и их мероприятия вопросы гендерного равенства? Какое влияние оказывают программные документы на положение женщин и мужчин, девочек и мальчиков и социально уязвимых групп населения? Сколько женщин, мужчин, девочек и мальчиков или лиц социально уязвимых групп населения получат пользу от программных документов? Существуют ли возможные препятствия для пользования услугами?
какова доступность и охват услугами анализируемых секторов для жителей отдаленных районов и сельских населенных пунктов? Прилагаются ли конкретные услуги женщинам или мужчинам и социально уязвимым группам населения? Насколько женщины, и мужчины и девочки и мальчики социально уязвимой группы населения довольны проводимыми мерами и предоставлением услуг? Достаточный ли объем предоставляемых услуг в рамках стратегических и программных документов? Создаются ли новые возможности для женщин, мужчин, девочек и мальчиков социально уязвимых групп населения? Шаг третий и вопросы, которые необходимо задать во время анализа, очень важны, так как они закладывают основу для последующего анализа.